Ингушетия подхватила всероссийский проект «Дорога памяти. Граффити Победы». Акция инициирована Министерством обороны России. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стены высотных зданий превращают в символические полотна. На этот раз холстом послужила одна из многоэтажек Магаса. Жаридат Халухоева об этом подробно. Аэрозольными красками по кирпичной стене. Так воссоздается история Великой Победы на улицах Ингушетии. Явление для нашей республики совершенно новое, но приятное. Особенно для юнармейцев, чьими руками будто каменные джунгли превращаются в яркий пульсирующий холст. Это чувствует Эхеда Картоева. Мы вышли, чтобы люди не забывали об этом дне. Мы решили сделать вывеску для того, чтобы... Это первая вывеска вообще в республике, и мы решили, чтобы все видели ее, чтобы всем показать, что никто не забыт. У мастера Анатолия Кутырева это уже второй портрет на уличном холсте в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти». Первый с изображением знаменитой фотографии комбат появился в Краснодаре. Работа, как и та, что только создается на пересечении улицы Горчхановой и проспекта Зязикова в республиканской столице, отображает тяготы войны и непередаваемую радость от победы запечатленных в кадрах военных фотокорреспондентов. Хотели затронуть именно, что все равны, и память о всех, и просто персонажи военных фотографий старых советских, хотели именно их выбрать. Именно этот рисунок акции «Граффити Победы» в региональном отделении юнармии выбирали все вместе. Как делится Мадина Богатырева, федеральным центром им было предложено более 50 вариантов изображений, из которых они остановились на более живом образе. Данный эскиз включает в себя все, и надпись «Дорога памяти», и солдат, и оружие у него в руках. Это, именно тематика войны. Ну и, конечно же, журавли, которые тоже являются символом победы, георгиевская лента. Вот именно поэтому мы выбрали этот эскиз. Ну а дом мы выбирали, мы обращались на имя мэрии города, и нам предоставили 3 дома. И исходя из того, что данный дом находится в самом центре города, а также именно нам хотелось, чтобы во время парада или во время того, как люди будут проезжать, проходить мимо, чтобы в центре это все было видно. Совместными усилиями за несколько минут на стене появилась георгиевская лента. Это только часть рисунка. Чтобы он приобрел законченный вид, потребуется не меньше 3 часов. Это время юноармейцы решили использовать еще большей пользой для дела. Ребята раздали прохожим памятные листовки с информацией о всероссийском проекте «Дорога памяти». От таких акций мы узнаем больше о тех людях, которые защищали нашу родину, чтобы сейчас мы жили в мире и покое. Мы узнаем о этих людях больше, мы узнаем, что они прожили за эти годы. Мы понимаем, что этот путь был не очень легким. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечивания памяти всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России. Есть время до 9 мая, до открытия данного мемориального комплекса в Москве. И нам хочется, чтобы ни один уроженец Ингушетии, ингуш или же другой национальности, уроженец нашей республики, чтобы никто не остался, чтобы каждый был туда загружен и память о них осталась. Самым ярким образом эта память будет жить и в этой иллюстрации. Вооруженный солдат на фоне улетающих вдаль журавлей. В их строю уже нет промежутков, она заполнена победой, начерченной белыми буквами «Дороги памяти». Жаридат Халухоева, Мербек Мержоев, Новости 24.